Сегодня 37-я годовщина со дня смерти Героя Советского Союза, летчика аса Абдураима Измайловича Ришидова. Мы каждый год собираемся здесь, чтобы возложить дань памяти, прочитать дуа нашему соотечественнику. Память выдающегося человека, летчика, который был первый представленный из Крымской СС среди 130 тысяч представленных, вернее призванных в армию. Он первый был представлен к званию Героя Советского Союза в ноябре 1941 года. Абдураим Ришидов – один из 4 офицеров, которые были представлены дважды за время войны к званию Героя Советского Союза из Крыма. Это Амитхан Султан, Джафер Усман Топчи, Вячеслав Абилов и Абдураим Ришидов. Звезду Героя он получил 27 июня 1945 года. Он прошел всю войну, это военная его эпопея. Но он был как общественный деятель, как участник национального движения. Его росписи стоят во всех документах с самого начала национального движения с 1956 года. Он принимал активное участие. Он единственный герой Советского Союза, который был похоронен, умер и похоронен в Крыму. Здесь есть школа безымянная, которая до сих пор безымянная. Мы уже много лет добиваемся именования этой школы. Сейчас будем, с учетом ограничений, проводим уже ряд популяристических мероприятий для того, чтобы все-таки справедливость восторжествовала. И эта школа носила, с гордостью носила имя Героя Советского Союза. Потому что люди, умирая, защищая, без национальности, все защищали эту родину. И мне кажется, все-таки эта справедливость должна восторжествовать, и дополнительных каких-либо доказательств для того, что он герой, не нужно. Он все от себя зависящее сделал, защищал родину, получил Героя Советского Союза, вернулся на родину и похоронен в Симферополе. Но надеемся, что в этот раз все-таки мы эту задачу решим, и имя будет присвоено. Непонятно, почему вопрос сейчас замер на мертвой такой точке. Мы не получаем ответа ни да, ни нет. Но мы очень надеемся. В феврале месяце 22 года исполняется 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Абдураима Измайловича Ришидова. Имя его высечено у Вечного огня в городе Герое Севастополе. Дом его здесь, в этом селе Орловка, на улице Приморской, за школой. Здесь он родился, здесь он ушел защищать родину, здесь он достиг таких высот в своей военной карьере, стал героем Советского Союза.